Давайте создадим в нашем документе нумерованный список. Для этого на панели мы кликаем соответствующую кнопку, она так и называется – нумерованный список. В документ добавляется первый пункт данного списка, он идет под цифрой 1, давайте его заполним. Для перехода к следующему пункту списка мы нажимаем «Ввод», теперь можно заполнить его, и по аналогии поступаем со всеми последующими пунктами списка. Чтобы добавить пункт в середину нашего списка, например, между бананами и персиками, ставим курсор мыши после бананов в самый конец этого пункта и нажимаем «Ввод». У нас добавился пустой пункт, его мы можем заполнить, при этом обратите внимание, что нумерация сохранилась, она сквозная. Для того, чтобы закончить создание нумерованного списка, ставим курсор мыши в конце после последнего пункта и дважды нажимаем «Ввод». После первого нажатия мы перейдем к следующему пункту, а после второго выйдем совсем из этого списка. Теперь можно продолжить работу с документом. Чтобы отключить использование нумерованного списка, нам необходимо выделить текст нашего списка, его пункты, и кликнуть по кнопке «Нумерованный список» еще раз. Нумерация убирается, а пункты списка остаются в виде обычного текста, причем каждый пункт превращается в отдельный абзац. По аналогии можно проделать и обратное, превратить уже существующий текст в нумерованный список. Выделяем текст, кликаем кнопку «Нумерованный список», нумерация добавилась. Номера при этом будут представлены только там, где начинался новый абзац. Если в данном случае у нас груши и бананы были в одном абзаце, они попали в один пункт списка. Чтобы это поправить, ставим курсор мыши перед бананами и нажимаем «Ввод». Бананы переносятся на новый абзац, то есть в новый пункт списка. Около кнопки «Нумерованный список» есть еще одна небольшая кнопка, которая показывает нам выпадающее окошко. И в этом окошке мы можем выбрать другой тип нумерации. Например, вместо цифр мы можем выбрать буквы. Это тоже нумерованный список, в нем тоже сохраняется последовательность букв, но выглядит он немного по-другому. Аналогично можно поступить, если кликнуть правой кнопкой мыши по любому из номеров и в появившемся окошке выбрать другой тип пункта, например, римские цифры. Нумерация в списке может начинаться не обязательно с единицы. Для того, чтобы это поправить, после того, как мы создали первый пункт списка и еще не перешли к созданию второго, это важно, кликаем правой кнопкой мыши по цифре 1 и выбираем пункт «Начать нумерацию заново». В открывшемся окошке нам будет предложено указать ту цифру, с которой должен начинаться наш список. Пусть начинается, например, с семерки. Нажимаем «Ок», и мы видим, что первая цифра нашего списка – это 7. Теперь, после того, как мы нажмем на «Ввод», следующая цифра будет восьмеркой и так далее с сохранением последовательности.